Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии Алейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Звание лучших. Они показали хороший уровень. Я рад, что сегодня у нас есть такие хорошие специалисты. На базе Российского университета спецназа прошло соревнование «Свои люди». Турнир посетил Рамзан Кадыров. Все для победы. Защитники, прежде всего, своей родины, своей семьи и защитники будущего нашего поколения. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Укрепление связей. Каждый гость делится своим опытом, предлагая идеи развития и нововведений. Международный форум с участием стран БРИКС завершился. Какие эмоции увезли с собой делегаты, расскажет наш корреспондент. Открытое соревнование по тактической стрельбе «Свои люди» прошло на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. 20 команд из Чеченской Республики проверили свои профессиональные навыки в ходе выполнения уникальных упражнений. Как справились бойцы элитных подразделений, смотрите в нашем материале. Ни палящее солнце и никакие иные факторы не мешают этим бойцам пройти задание. Для них в этом моменте существует только одно – это достигнуть поставленной цели. Российский университет спецназа имени Владимира Путина вновь испытал представителей элитных силовых подразделений региона в рамках открытого соревнования по тактической стрельбе «Свои люди». Всего в соревнованиях задействованы 20 команд. В данных соревнованиях у нас 3 этапа. Сегодня уже проходим 3-й этап. Очень хорошо подготовлены и физически, и по тактической стрельбе, и по огневому направлению. Все упражнения проходят на разных участках базы. Команды двигаются по кругу, преодолевая один за одним испытания. Состязания длились на протяжении 2 дней. За это время нужно было пройти 10 упражнений. 8 днем, 2 в ночное время. Магомед Дадаев входит в команду Собр Ахмат. Он уже прошел половину заданий и готовится к следующим. Этот боец знает, каких усилий стоит победа, и поэтому всегда тщательно тренируется, чтобы не подвести своих товарищей. Селан ден хадахкан участвовал, я что, свои люди всех хульшор соревнований. Упражнения шаешь халаю, соперникш, хазнесан кичем бенбу, тхо кичем беш дукканер охан. Судяш, честно судить, я что, дал мулахада. Каждое упражнение уникально и по-разному испытывает участников. Они разработаны инструкторами Российского университета спецназа с учетом опыта участия в специальной военной операции. Все отрабатываемые сценарии были максимально приближены к боевым условиям. Еще одно упражнение соревнования называется «Нападение на колонну». В связи с тем, что сейчас широко применяются беспилотные летательные аппараты, в данном состязании используется дрон. Задача участников – устранить его и обезопасить группу. Одним из самых ярких участников соревнования является начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров, который известен своими высокими боевыми навыками. Он всегда упорно готовится ко всем состязаниям и уже достиг значительных результатов, не раз побеждая на стрелковых турнирах. И тут наравне со всеми преодолевал с легкостью каждое испытание, при этом демонстрируя хорошую физическую подготовку и умение владеть оружием. Новость об очередных соревнованиях РУС всегда радует гостей субъекта. Это значит, что их ожидает энергичный и захватывающий турнир. Приехали на базу. Вот, постреляли здесь из ПМ, постреляли здесь из автомата Калашникова. Все выглядит просто потрясающе. Люди очень добрые, отзывчивые. Вот это меня очень сильно удивило и приятно было внутри. О соревнованиях узнал уже, когда находился здесь внутри. Сказали, что здесь будет проходить сегодня соревнования между разными подразделениями. Сказали, что есть возможность прийти посмотреть вот, на то, как именно
работают с оружием профессионалы. Я слышал, что здесь готовят самых лучших бойцов. Вот, и тому, что здесь можно научиться обращаться правильно с оружием и с другой спецтехникой. Площадка просто фантастическая, она очень большая. Здесь, правда, можно найти все, что ты хочешь, чтобы научиться обращаться с оружием. Очень крутые у вас инструкторы. Вот. Они очень отзывчивые, и на самом деле мне больше всего импонирует то, что они всегда готовы помочь и подсказать, как правильно. Вот. Инструктор мне сразу рассказал, как правильно стоять, держать автомат и, соответственно, как обращаться с оружием. Глава республики – самый преданный поклонник подобных состязаний. Данный турнир он также не оставил без внимания, чем обрадовал бойцов и поднял их настрой на победу. Огромный интерес у собравшихся вызвал заключительная эстафета – дуэль. Ее всегда считают самой зрелищной частью соревнования. Пройти ее смогут только 16 команд, которые стали лучшими по итогам предыдущих 10 упражнений. Участники занимают огневые рубежи, открывают огонь из различного вооружения, из транспорта, поражают мишени. Адам Кадыров, будучи высококлассным стрелком, проявил невероятную меткость и скорость при прохождении заданий. Рамзан Кадыров всегда искренне болеет за каждого бойца и радуется их успехам. В ходе мероприятия по просьбе руководителя РУС Байбетра Вайханова главой региона было принято решение назначить Адама Кадырова куратором данного учебного центра, так как он хорошо знаком с этой деятельностью и имеет отличные профессиональные и лидерские качества. Ina büyüsene asıl mahalle foka. Bu abi şu dünya keşu. Boş oturuş seni. Masuna seni şeker seni davet. Bol bir şavuşu. Tarafım kurata o aç. Enerjiçni o maladoy o tabuqi. Sihideki davet var ama. Alors, tu t'es ton bouche, moi, t'as des ans. İta koka aş var. Mais tu vois, il y a de rus, bon, Akıldır. я обитал там, Руководитель субъекта высоко оценил подготовку бойцов и отметил их профессионализм и трудолюбие. Рамзан Ахмадович, как оцениваете выступление команд наших? Ну, выступление всех 20 команд очень отлично, на высоком уровне. Когда мы начинали, у нас понимания вообще не было. Сегодня мы можем сказать, что у нас мировой уровень. Мы можем любую команду отправить на любые соревнования, отправить выполнять любые боевые задачи. Они показали хороший уровень. Я рад, что сегодня у нас есть такие хорошие специалисты. Также Рамзан Кадыров поручил наградить инструкторский состав, который всегда скрупулезно относится к подготовке бойцов и участников турнира, показавшие действительно потрясающее владение огнестрельным оружием. Байбетер, инструктор, участник команды, награждали 50 лет, награждать перебывает. РУС давно приобрел звание самого эффективного и элитного центра, в стенах которого куются настоящие бойцы и защитники Родины. В любом направлении его деятельности наблюдаются значительные результаты. Каждое соревнование, которое организовывается представителями базы, обретает высокий статус.
республиканские внутренние соревнования, чемпионат мира. Выступаешь, выиграешь, не просто выступаешь, выиграешь, он хабок, свой сотрудник. Так, хока бешбол, бобо, все каждый подразделение республики, шаша, волволча, бобо, шилер, каюк, шилер. Это подтверждение, что каждый раз соревнования, как горчо, показатель. Если я гушу, каждый так ну а долю секунд не учишь. В общем зачете первое место заняла служба безопасности главы Чеченской Республики Ахмат Сила. Второе – служба безопасности Адама Кадырова Дустум. И третья команда специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмат-1. Российский университет спецназа с каждым разом улучшает качество состязаний, тем самым повышает боевую подготовку сотрудников военизированных и правоохранительных структур региона. Лейла Муртазова, Рахман Хаджиев, Сейд Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова председатель правительства региона Муслим Хучиев провел выездное совещание оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития города Ачхой-Мартан. В самом муниципалитете запланировано около 50 мероприятий по развитию города, 17 из которых уже реализованы. Построены 2 школы на 600 и 720 посадочных мест. Детский сад, новые дороги общей протяженностью больше 13 километров. Вместе с тем ряд учреждений и территорий потерпели реконструкцию и благоустройство. В городе строится современная центральная районная больница, возводится жилой комплекс из 5 многоэтажных домов и еще 8 многоквартирных. Премьер-министр дал указание усилить работу по всем направлениям, а также предоставить предложения по решению актуальных проблем. На сегодняшний день по социально-экономическому вопросу, социально-экономического преобразования Ачхой-Мартановского района, в том числе города Ачхой-Мартан, уже на сегодняшний день по час принятия решений. У нас с каждым годом растут города, улучшается ситуация, социально-экономическая ситуация в республике, создаются новые условия для комфортного проживания жителей. В конечном итоге растет благосостояние наших жителей. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка защитников Родины. Добровольцы из разных уголков страны прибывают в регион для участия в специальной военной операции на Украине. Проводить их прибыли официальные лица республики. Материал с места событий подготовил Турпалали Тайсумов. Отряд бесстрашных воинов раз за разом пополняет ряды добровольцев. Подготовку для участия в специальной военной операции мужчины прошли на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Поддержать их перед вылетом прибыли официальные лица. Председатель парламента Магомед Даудов рассказал, что их миссия по защите территориальной целостности нашей страны важна как ничто другое. На территории аэропорта Грозного собрались защитники, прежде всего, своей родины, своей семьи и защитники будущего нашего поколения. Вы сами знаете, какую борьбу и с чем мы боремся на территории фашистской Украины. С кем мы воюем, что они хотят нам внедрить в нашу страну среди нашей молодежи. Безбожие, разврат. И, конечно, вы сами знаете, как они, будучи поклонниками Бандеры, фашизма, нацизма, поступали с нашими жителями, с россиянами. Мы вам желаем удачи. Прежде всего, как и всегда мы говорим, это братская поддержка. Поддерживайте друг друга. Это много чего значит именно в зоне СВО. Всем необходимым бойцов, начиная от провизии и заканчивая вооружением, обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Но быть морально готовыми им также помогает любовь к родине и братская сплоченность. Да в целом, что, познакомились все, братство, все готовы, все заряжены. دوقوا كلهم حالات الله رئيس خيل بيش جو профессионал шботан алхам дат сайдажи театр сейчас он دوقوا инструктора ашкина венер сан ша бабасах.
Сделав памятное фото, провожающие пожелали им успехов в борьбе с недругом, поддерживаемой Западом. Однако пройденное обучение и грамотное командование сделает попытки врага в распространении нечисти тщетными. И вновь в полном обмундировании бойцы готовы к отправке в зону специальной военной операции. Среди них есть те, кто едет туда не впервые. Свой опыт они передадут начинающим. А это значит, что команде будет легче нести защиту Родины и вернуться невредимыми. Турпа, Лолита Исумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика. Личный состав ОМОН Ахмат-1 регионального управления Росгвардии отправился на замену своих боевых товарищей в зону проведения специальной военной операции. В составе подразделения находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий. Многие из них ранее были задействованы в специальной военной операции, принимали непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населенных пунктов. Парни полностью укомплектованы, боевая экипировка, современное вооружение и техника позволяют эффективно выполнять поставленные задачи. والمها أرنزة وبوع بلا زبروسكي أبلاس تابو سو جابش داقبش وشوات بدزلنا أيوكش أنت بو شو يزولن شو صدق دعبلش ده شيء دياس ديانيت سخواش تان ويبوتشوا ده على شوات دلنا تشاق داقول أتكيتشاو مسهم مسو نبرولنا ادوغ يا ملا جيرس ديك شادك يدانا ومخدة على شوات سودان ومخدة إما نسيانس لاتوش بوتسعاد سجتهم دات مسو كنتن سجت شو شادون داك وش تبيت أحدون شتابع بش تشك دعبي لخش مسو بدزن يجو شادك لاتوش بو وين أوستي ويجي نوتشو من كي تشابو دوح بلخش بات مسيت زهور قط سابق جوانا وشاشة وغيت بوخش لاتشبو داو أومن إبال بيتش هور كنت دوغوال إشتري شو شاو تروستين بوخش. Сводный отряд «Ахмат» в условиях огневого воздействия со стороны противника успешно отразили атаку врага в зоне проведения специальной военной операции. Слаженные и грамотные действия бойцов позволили остановить наступательные действия. Слово Валентине Гусевской. Бойцы отряда «Ахмат» рассказали о том, как они удерживали оборону на протяжении 3 месяцев. Подразделение, не покидая место назначения, не давало врагу пойти в наступление и прорвать оборону российских войск. Им пришлось сражаться и с холодом, жаждой и отсутствием продуктов питания. Некоторое время из-за боевых действий подъезд к месту расположения был перекрыт. Воду набирали из осадков, находили в ближайшем заброшенном городке Пшено. Все пытались, старались, и вот ребята нам говорили, наоборот, они нам дух поднимали, чем мы им. Говорят, командир, не беспокойтесь, мы выстоим, мы не дадим заднюю и так далее. Бойцы столкнулись с запрещенными способами ведения боя. В ходе обороны противник шел на бесчеловечные меры, скидывая мины и даже подвергая отряд газовым атакам. Газ разный применялся, не только там, так скажем, слезоточивый. Был именно, где у нас люди умирали от него через 2 дня. Ну, боролись с этим, принимали средства защиты, все пользовались. Резало глаза, затруднялось дыхание полностью, кашель. Ну и вообще задыхаться начинаешь. Легкие, это ожог легких сразу. И также и глаза все режет. Ну, если средства защиты находятся рядом, то все это возможно. Мы проводили всю ночь в противогазе, я сам лично был. Ну, есть сложности, конечно, с этим было сложно, но старались, боролись. Беспилотные летательные аппараты противника неоднократно атаковали позиции отряда. Несмотря на численное превосходство ВСУ, слаженные действия отряда и знание местности дали свой результат. Герои признаются, руководствовались принципом «спецназ позиции не сдает». Валентина Гусевская, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Ознакомительный день прошел у сводного отряда «Ахмат» в Запорожской области. Посетили тренировочную зону и проверили процесс начала подготовки командир отряда Мурат Чалаев и командир батальона «Юг» Ахмат Муса Иблаев. Здесь с первого дня преподносит информацию постепенно, начиная знакомства с компасом и электронными картами. По мере закрепления знаний в топографии теорию усложняют. Помимо ориентира в незнакомой местности, бойцы отрабатывают тактику ведения боя на специально оборудованных полигонах. تمام قوس حديح كان دوتكا قوس عقار عام وشتاج دارش جوش خير دوك ده موضوع
Тему духовности и ее влияния на развитие Чеченской Республики обсудили на заключительном форуме участники стран БРИКС. Какие темы еще затронули на мероприятии и какие совместные проекты будут реализовываться в регионе, узнавал Турпалали Тайсумов. Последний день форума участники стран БРИКС посвятили теме духовности и ее влияния на развитие Чеченской Республики. За то время, что гости провели в субъекте, они открыли регион для себя с совершенно новой стороны, с высоким потенциалом и привлекательностью. В ходе беседы обсуждаются вопросы о том, какие отрасли являются наиболее приоритетными для экономики Чеченской Республики. Каждый гость делится своим опытом, предлагая идеи развития и нововведений. Итоговую встречу посетил помощник главы Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Тудаев. Он пожелал удачи гостям форума и выразил благодарность мэру столицы Хасмагомеду Кадырову за организацию мероприятия на высоком уровне. БРИКС, данной организации объединения, является залогом налаживания наших контактов, горизонтальных связей, опять же, плодотворного взаимодействия. Нет никаких сомнений, что это объединение послужит фундаментом формирующегося многополярного мира, где все страны, они будут придерживаться таких ценностей, как суверенное равенство, как уважение друг к другу, уважение ценностей, религиозных, семейных ценностей. У нас в Российской Федерации религиозные ценности, традиционные ценности. У нас законом запрещается осквернять религиозные чувства. У нас на законодательном уровне в Российской Федерации запрещается трактовать по-разному священные писания. На площадке Грозненского нефтяного технического университета имени академика Миллиончикова члены делегации были ознакомлены с идеями развития образовательной среды и внедрением специалистами вуза новых технологических решений, к примеру, макет нового карбонового полигона. Однако главным событием здесь стало открытие Дома Африки с участием стран данного континента. Почувствовав местный колорит, гости поделились впечатлениями. Мы видим, что это большая история, что было вложено много труда и обильного пота для того, чтобы сделать такую историю такого величайшего университета. Это было видно по музею. Я хочу приезжать сюда вновь и вновь. Завершилась данная миссия вручением почетных дипломов для гостей, символизирующая их единение с данным вузом и будущим обменом студентами и полезным опытом. Турпалали Тайсумов, Хусейн Мурдаханов и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Чеченская Республика присоединилась ко Всероссийскому субботнику. Во всех районах региона прошли массовые мероприятия по уборке парков, скверов и других зон отдыха, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Собравшиеся убрали мусор с территории и покрасили уличную мебель. Задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является повышение комфорта уличной среды. Он предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих населенных пунктов. Чеченская Республика у нас уже не первый год участвует во Всероссийском субботнике, в марафоне чистоты. И также в этом году мы собрались на сквере по улице Тимирязева. На этой территории у нас собрались все неравнодушные граждане. Данное мероприятие у нас приурочено к голосованию по отбору общественной территории для благоустройства в 2025 году. В прошлом году эта территория была благоустроена и была определена по итогам голосования в 2022 году. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.